Доброе утро, дорогая республика! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И в студии Максим Гоголев. Сегодня на календаре 15 января прошла первая рабочая неделя этого года. Как вы себя ощущаете? Что ж, сегодня пятница, впереди выходные. А с утра какая погода ждет нас на сегодня, узнаем прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы 48 минус 51, днем минус 41 минус 50. Заречье минус 51 минус 53, днем ожидается минус 47 минус 49. Южные улусы минус 27 минус 38, днем ожидается минус 27 минус 30. Вилюйские улусы минус 28 минус 41, днем же 23 минус 36. Нижнеленские улусы минус 39 минус 43, днем ожидается минус 42 минус 46. Западные улусы минус 20 минус 40, днем минус 20 минус 31. Колымо-Индигирские улусы минус 28 минус 42, днем ожидается чуть холоднее минус 31 минус 42. Янские улусы минус 36 минус 49, днем минус 33 минус 40. Северо-западные улусы минус 38 минус 43, днем же ожидается минус 31 минус 46. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 51 градус, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер, практически ветра нету. Днем ожидается минус 50, минус 49 градусов. С 1 по 8 классы не ходят в школу, учатся в дистанционном порядке с 13 по 18 число. Также объявляется, что с 9 по 11 класс сегодня активированные дни учатся также дистанционно. Далее мы хотим передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Предварительная запись на вакцинацию от коронавируса началась в Якутии. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. На сегодняшний день в республике имеется 5000 доз вакцины от COVID-19. Вакцинация идет в Якутске и в 8 районах республики. Очередная партия вакцины, это 2200 доз препарата, поступила в регион накануне и направлена в Вилюйскую группу улусов и город Мирный. В начале следующей недели ожидается поступление еще 22 тысяч доз, которые также распределят по районам, сообщила министр. Вакцинация будет проводиться только в государственных медицинских организациях. Выезд прививочных бригад на предприятия возможен только при наличии заявок свыше 1000 человек, подчеркнула Елена Борисова. На территории региона открыто 95% автозивников и ледовых переправ. Об этом нам сообщили в Управлении автомобильных дорог Якутии. Так, сегодня откроется автозимник по направлению Якутск-Алекминск. Работы по расчистке дорог завершены, устанавливают дорожные знаки. По данному маршруту будет разрешено движение автомобилей до 5 тонн. Также сегодня по направлению Кангаласы-Сотенцы будет работать выездная бригада, которая займется вопросом увеличения тоннажа по этому маршруту. И по всем остальным направлениям, по северам у нас северный район, у нас Анабарский, Оленевский и Булунский район сейчас мы обслуживаем. Те районы мы уже от дороги открыли, сейчас там уже связь, дорога уже есть. Увеличение грузоподъемности по графику идет. И Жиганский район тоже у нас сейчас в ведении, дорога сейчас есть там, да. И по ледовым переправам, завтра, 15 числа, у нас планируется выездная комиссия на переправе Кангаласы-Сотенцы. Мы там, возможно, завтра или 20 тонн, или 30 тонн откроем. Но сейчас у нас морозы такие хорошие стоят, да? Поэтому, возможно, 30 тонн откроем, потому что толщина льда сейчас очень хорошо набирается. И, так как переправа, там мы искусственным путем тоже добавляем.
Более 300 школ в Якутии работают в дистанционной форме. По информации Миноборнауки региона, в очной форме продолжают работу 127 школ. В очно-заочной 181, в дистанционной форме 316, говорится в сообщении. В связи с морозами актированные дни были объявлены для почти 500 школ. Обучение ведется в дистанционной форме. Отмечается, что все детские сады продолжают работу. Частично закрыты 4 группы в 3 детских садах – в Вилюйском, Ленском и Усть-Майском районах. На реконструкцию часовни в Амге планируют провести общероссийский сбор средств. В Амгу прибыл протоиерей Якутской епархии Павел. Он проведет богослужение и божественную литургию для православного прихода Амгинского улуса. На сегодняшний день в районе насчитывается около 800 крещенных жителей. Амгинский православный приход святого Александра Невского юридически оформлен в 2016 году. Верующие активно участвуют в духовной жизни района. Построенная для прихода часовня в зимний период закрывается в связи с отсутствием электро- и теплоснабжения. Якутская епархия совместно с федеральным телеканалом «Спас» планирует провести общероссийский сбор средств на реконструкцию этой часовни. По этим вопросам отец Павел и актив Амгинского прихода провели встречу с руководством района. У нас в приходе есть проблемы, потому что часовня наша неотапливаемая. Мы встречаемся в разных условиях. Благодарны Амгинской библиотеке за то, что она дает нам возможность проводить службы. Сегодня решались как раз вопросы о том, чтобы, наконец, это событие случилось, тем более, что часовня наша является украшением Амги. Она находится в самом центре, и все туристы, гости имеют возможность зайти в нее. Но, правда, зимой она у нас закрыта, и для того, чтобы она работала, существовала, чтобы мы могли встречаться, вот сегодня мы решали вопросы о том, чтобы ее в будущем утеплить. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и удачного дня. Спасибо большое нашим коллегам из информационной службы новостей. А далее наши новости. Сегодня отмечается день рождения Википедии. Википедия – это универсальная энциклопедия, свободно распространяемая по всей сети интернет. Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом добровольных авторов. Одним из основных достоинств Википедии является возможность представить информацию на родном языке, сохраняя ее ценность в аспекте культурной принадлежности. Есть даже якутская Википедия, об этом мы поговорим чуть позже. Сегодня отмечает день рождения, можно отметить день рождения Мартина Лютера Кинга. Он родился 15 января 1929 году. Мартин Лютер Кинг, младший, американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист, получивший известность как самый заметный представитель и лидер движения за гражданские права чернокожих в Соединенных Штатах. С 1954 года до своей смерти, которая произошла в 1968 году. Также сегодня свой день рождения отмечает Екатерина Волкова, российская актриса театра и кино и телевидения, наиболее известная по роли Веры в телесериале «Воронины». Мы сейчас отметили дни рождения знаменательных людей, а вы, наши дорогие телезрители, можете поздравить своих близких и родных или просто пожелать какого-нибудь хорошего дня или просто пожелание какое-нибудь приятное по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62. Мы же в прямом эфире обязательно их зачитаем. Далее мы хотели бы рассказать вам про гороскоп. Верить или нет, это дело каждого, но послушать стоит. У овнов в этот день возможен конфликт с коллегами, которые будут противиться вашим инициативам. Для реализации планов хороша вторая половина дня. Если вы давно что-то хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, то сегодня лучшее время. У тельцов возможны проблемы со здоровьем, например, обострение хронических болезней. Поберегите себя, избегайте чрезмерной активности. Вечером вам будет легко общаться с людьми. Если вы хотите помириться с кем-то, то сейчас для этого отличное время. Близнецы. День располагает к неспешному выполнению повседневных обязанностей. Не планируйте слишком много дел. Чрезмерные физические нагрузки вам сейчас противопоказаны. В свободное время не отказывайте себе в маленьких радостях жизни. Раки.
Сосредоточьтесь на проблемах, с которыми можете справиться самостоятельно, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые вызывают недоверие. Именно сейчас велик риск быть обманутыми. Во второй половине дня возможно получение интересной информации. Львы – отличное время для получения новых знаний и отдыха. Если вы давно мечтаете о какой-либо крупной покупке, постарайтесь сделать ее поскорее. Прислушайтесь к советам старших родственников. Если понадобится помощь, не стесняйтесь попросить об этом. Девы будут завалены различными делами, и осилить все окажется задачей не из легких. Сейчас самое время обращаться за помощью к близким людям. В начале дня возможны денежные проблемы. Не очень хорошее время, чтобы начинать лечение. Лучше немного подождать. Весы. Сейчас вы не сможете объективно оценивать ситуацию как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Поэтому повремените с принятием серьезных решений. Ко всему, что вам предложат или пообещают, лучше отнестись с недоверием. Скорпионы могут начать перемены, которые давно хотели осуществить. Но старайтесь сделать это малой кровью, берегите силы. В это время вас ожидают встречи со старыми друзьями. Не спешите давать денег в долг, особенно крупные суммы даже проверенным людям. Энергии в данный период у стрельцов будет хоть отбавляй. Так что заранее продумайте, на какие полезные дела ее направить. Но постарайтесь не слишком загружать делами остальных, иначе это может спровоцировать конфликт. Вторую половину дня проведите со своими домашними. Сегодня на работе козерогам удастся быстро справиться с любыми задачами. Хорошо пройдут переговоры с начальством или партнерами. Есть шанс неожиданно получить заманчивое предложение. Начать сотрудничество с людьми, которые откроют перед вами новые горизонты. Водолеи. В этот день старайтесь вести себя помягче, не слишком отстаивать свою позицию. Иначе окружающие сочтут вас не принципиальными, а просто грубыми. И конфликт возникнет на пустом месте. Сейчас лучше воздержаться от поездок и новых знакомств. Конец дня хорош для начала новых дел. Рыбы. Данный отрезок времени больше располагает к завершению дел, нежели к началу. Вам будет трудно сосредоточиться на работе, особенно однообразной. Сейчас окружающие могут нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе. Ну а сейчас мы хотели бы анонсировать наши темы, темы разговоров, которые сегодня произойдут. Сегодня первый гость у нас на тему 20 лет Википедии, как я уже говорил. Вторая тема нашего разговора – это новые общественные пространства. Тоже очень интересно за 2020 год и что нас ожидает в 2021 году. Третья тема – 10 лет Следственному комитету Российской Федерации. Тоже достаточно такая интересная тема, обязательно просмотрите. И последняя тема, достаточно интересная, прогноз погоды на ближайшее время. И у нас будет гость, который расскажет, какая погода ждет нас потом. Не сегодня, а завтра и послезавтра. Так что не переключайтесь, сейчас мы переходим на коротенькую рекламу. Будьте с нами. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It Fur. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модница Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Доброе утро, наши дорогие телезрители. Ну что ж, как я уже сказал, первая тема нашего разговора – это 20 лет созданию Википедии. Википедия, что это значит? Когда человек бывает очень умный, знает очень много вещей, мы обычно знаем, что это просто ходячая Википедия. Действительно, это энциклопедия обо всем. И об этом мы сегодня поговорим с нашим первым гостем Николаем Павловым Халан, администратором Саха Википедии и членом Wikipedia.ru. Доброе утро. Wikimedia.ru. Wikimedia.ru, Да. Доброе утро. Ну что ж, история создания Википедии. Расскажите немного. 20 лет назад два человека решили
пришла к ним идея сделать такую общедоступную и, самое главное, ту, которую могли бы редактировать люди без каких-то разрешений специальных и без специальной подготовки. Ну, в просторах интернета. То есть тогда уже понимали, что будущее идет за интернетом? Да, совершенно верно, потому что сейчас и работа, и учеба, и развлечения, все через интернет делается, через IT-технологии. И как раз вот эта Википедия, она легла в это русло очень хорошо и стала самым популярным некоммерческим проектом. Вот именно. Я вот помню свое детство, что я сидел за энциклопедиями, которых у меня была куча. Просто мне эстетически нравилось копить вот так вот, да. Ну и действительно, в то время интернета не было у меня, но в тот момент интернет был у создателей, получается, Википедии, и они уже понимали о будущем. Якутский отдел, когда создался и была ли какая-то острая необходимость? Ну, создался он у нас в 2008 году, как отдельный сайт. До этого 1,5 года мы подготовительную работу вели. Но необходимость была в том, что просто мы сначала увидели, что есть на татарском языке, на башкирском языке, на бурятском, а на якутском почему-то нету. И вот из этого вопроса и, собственно, начиналась наша Википедия. Оказалось, что просто люди, которые хотят создать, должны собраться в какую-то группу общественную и сами подать заявку и начать писать. А есть ли какие-нибудь все-таки редакторы общие, либо это все-таки только от народа идет? Все идет от народа. Каждый в Википедии равноправен, хотя есть администраторы, которые имеют технические права. Они могут, допустим, по заявкам других пользователей удалять статьи, например, или изменять название статьи. А в остальном все они равноправны, то есть и администратор, и обычный пользователь могут в равной мере менять статью и имеют при каком-то конфликте правок, допустим, да, на взгляд на какую-то тему, факт, они имеют равные права. Кто сделает наиболее такой, ну, довод такой наиболее весомый приведет, тот, скажем, и победит. А есть ли в Википедии критерии равенства? Вот, популярность статьи, что-то в этом роде? Не очень понял, о чем вопрос. Ну, например, новость, она устаревает, например, да, со временем. А у Википедии есть ли вот такое понятие, что отстаивается или обновляется? Статьи в Википедии, в принципе, каждый день, каждую секунду даже, можно сказать, в крупных Википедиях обновляются. Какое-то событие случается, либо, например, что-то случается в жизни известного человека, и тут же в Википедии это отражается. Поэтому актуальность, она поддерживается очень быстро, очень хорошо, в отличие от таких бумажных энциклопедий, которые, как мы знаем, один раз написались, и пока ну, то есть, получается, не будет переиздания, будут они неизменны. В случае, если статья не актуальная, она может и удалиться. Мы стараемся, чтобы неактуальная информация просто обновлялась, а не удалялась. Да. В каких условиях вы работаете? Расскажите вот в рамках Википедии. Ну, каждый редактор Википедии сидит у себя, где-нибудь дома. Естественно, он правит это дело дистанционно, как мы сейчас последний год все привыкли. Вот так и работаем. Ну, у нас есть общественные организации, например, в России, вот как раз Викимедиа.ру, которая не руководит, а координирует наши действия. Она больше информационные такие, ну, продвигает, можно сказать, среди масс. Ну вот мы как раз-таки сейчас свяжемся со Станиславом Козловским, исполнительным директором wikimedia.ru, и зададим вопрос. Доброе утро. Скорее всего, вам уже доброй ночи, да, Станислав? Да, у нас ночь, но с добрым утром.
Доброго времени суток. У меня первый вопрос – это об объемах, общих объемах Википедии, wikimedia.ru. Какие они? В каких цифрах отражаются? Википедия пишется на 314 языках. Суммарно сейчас написано более 55 миллионов статей. Но самая крупная это Википедия на английском, но в русской Википедии вот почти 1 700 000 статей. Сколько статей появляется каждые сутки? Вот в Рунете. На русском языке около 200 статей в сутки появляется. Ну, еще сколько-то удаляется, то есть там на самом деле появляются новые, удаляются не совсем адекватные, но где-то около 50-40 удаляется в сутки. Станислав, скажите, как отмечает сегодняшний праздник администрация? Ну, празднование пройдет по всему миру, то есть и в Африке, и в Азии, и в Австралии, и в Северной и Южной Америке. Практически во всех городах. В России будет в Москве встреча, будет в Петербурге, в Казани, возможно, в Нижнем Новгороде, в Ростове будет. То есть википедисты есть повсюду, и они встречаются. К сожалению, сейчас из-за пандемии что-то такое глобальное, массовое невозможно сделать. Но у нас еще в мае будет 20 лет создания русской Википедии. Может быть, мы сделаем уже, когда эта пандемия закончится, что-то более глобальное. Станислав, поздравляю вас с этой датой. Желаю вам Спасибо. Спокойной ночи и Спасибо. продуктивного дня на следующий день. Спасибо. Что ж, а якутский отдел как будет отмечать сегодняшний праздник? Ну, мы тоже запланировали ряд мероприятий. Это, естественно, будут такие тоже виртуальные. Но мы в пределах вот 15 разрешенных человек тоже собираемся немножко встретиться, самые такие активные, и сфотографироваться на фоне торта. Отлично. Это на самом деле то, что вы делаете, благое дело. Информация от первоисточников – это самое важное, что есть в наше время. Что ж, Николай, большое спасибо, что вы были участником нашей утренней передачи. Продуктивного дня вам на сегодня. Спасибо вам. Народный художник Николай Николаевич Курилов впервые взял в руки шариковую ручку в 7 классе, и она сразу показалась ему интересной. Позже, размышляя о различных техниках изобразительного искусства, Николай Курилов задумался, что станет, если обратиться к шариковой ручке. Так, в поисках шрифтов и приемов художеств провел почти 2 года. И на свет появились серии картин, и они, конечно же, о севере. Николай Курилов, народный художник, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия. Удивительный человек, замечательный человек. Он родился в 1949 году в семье оленевода. И вот всю свою творческую жизнь он несет свою мечту о сохранении культуры и традиций своего народа. Сегодня на выставке представлены 2 его графических работы. Это «У подножья горы Албай» и «Заструги», выполненные обычной шариковой ручкой. Но эта обычная шариковая ручка в руках виртуоза становится удивительным инструментом, который показывает красоту севера. Художник 2 года учился этой технике рисования ручкой. И вот 2 цвета, синий и белый, минимальное, да, выразительное средство, но для художника белый лист – это белая тундра бескрайняя, а синий цвет где-то более легкий такой, прозрачный, это волнистые облака, это олени, это переливы снега, такие вот от голубого до темного. Это все красота его родной Арктики. И художник вот пером, шариковой ручкой или карандашом, он всю жизнь свою, да, он борется за восстановление утраченных ценностей своего народа, культуры и традиций.
Что важно для жителей городов? Конечно же, это общественные пространства, чтобы было комфортно и приятно гулять и находиться в этих местах. И на тему «Новые общественные пространства» мы будем говорить вместе с Ириной Маркиной, руководителем Центра компетенций по вопросам городской среды «Лето». Доброе утро. Доброе утро. Руководителем Центра компетенций я работаю с середины октября 2020 года. Сама я по образованию архитектор, окончила Московский архитектурный институт Государственной академии в 2008 году. А далее, после завершения учебы, я устроилась работать в Якутагропром проект, проработала 5 лет архитектором. Далее 5 лет я работала ведущим архитектором в Туйгун проекте, это проектная фирма. И еще успела поработать фрилансером, то есть свободным художником. Так как я проектировщик-объемщик, проектировала общественные жилые здания, мне было интересно поработать по объектам благоустройства. Так я начала работать совместно с управлением архитектуры, разрабатывала сквер ямщиков, являюсь одним из авторов. И на стройплощадке мне поступило предложение от главного архитектора республики поработать в Центре компетенций в качестве руководителя. Конечно же, я согласилась, так как работа очень интересная. Да, действительно. И говоря о работе Центра «Лето», давайте пройдемся по объектам 2020 года. Что было реализовано? Да, в 2020 году реализовано огромное количество общественных пространств, парков, скверов. Такие проекты, как городской парк в городе Нюрбе имени Сергея Васильева, набережная в городе Покровске. Это 2 города-победителя во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Из федерального бюджета было выделено по 40 миллионов рублей на реализацию их. Кроме этого, были разработаны такие проекты, как парк в городе Вилюйске, парк городской в городе Ленске. Были разработаны пешеходный мост через речку Матта в селе Бердигистях. Да, этот мост ведет к стадиону, который строится в рамках подготовки к играм Манчары в 2022 году. А также село Бердигистях мы летом открыли сквер Эе в самом центре Бердигистяха. И впервые в истории республики, и даже в истории России, наверное, был разработан дизайн-код сельского поселения. И сейчас он активно внедряется. Был разработан брендинг и малые архитектурные формы. Кроме этого, в городе Якутске были тоже реализованы проекты. Это долгожданный проект набережной, не набережной, а благоустройство озера Талое в городе Якутске. Да. Это проект был 2018 года и был реализован последний 3-й этап. Также реализованы небольшие проекты по программе поддержки местных инициатив. Это сквер землеустройства и сквер ямщиков, в котором я принимала непосредственное участие. Также была обновлена центральная площадь в поселке Жатай, где впервые был построен сухой фонтан большой. Да, отлично. На самом деле, действительно, эти объекты, они существенно украшают город. И я вот хотела узнать немножко про техническую часть. Как происходит реализация проектов? С чего начинается и чем заканчивается? Начнем с того, что наш Центр компетенций по вопросам городской среды ведет содействие в подготовке, разработке и реализации проектов комплексного развития территорий. К нам обращаются муниципалитеты. Мы являемся таким неким звеном, связующим между муниципалитетами, общественностью, жителями, проектировщиками. Мы курируем эти проекты. Штатный житель тоже может быть участником? Да, конечно. Области, да? Да, мы сейчас активно внедряем соучаствующее проектирование, при котором вовлекаем жителей, сообщества именно на начале этапов проектирования. Создания тех задания, потом уже готовые дизайн-проекты, проводим общественные слушания, учитывая все пожелания жителей. Ну, то есть можно быть участником, находясь где-то в собрании, да, в котором вы проведете на тему ту или иную. Вот. И переходим к 2021 году, да, что же нас ожидает? Ну, вот планируется в 2021 году реализовать также 2 проекта победителя всероссийского конкурса. Это сквер Уюянь в городе Верхоянске
на который будет выделено 45 миллионов, извините. И в городе Среднеколымский комплекс «Колымское подворье», на который выделено 50 миллионов из федерального бюджета. Кроме этого, будут реализованы парки. То есть в городе Мирном будет реализован зона отдыха набережной реки Ирилях. А в городе Удачном будет реализована центральная площадь. Также в Нерюнгри будет построен сквер имени Черяева. В городе Алдане набережная Ортосала. И будет еще один объект, который был участником тоже всероссийского конкурса и стал лауреатом. Это оздоровительный парк в городе Тамоти. Ничего себе. Да, Ну, то есть, получается, эти проекты уже все созданы как проекты, Да. осталось реализовать их. Да, сейчас они уже прошли экспертизу, и сейчас уже определен подрядчик, и ведется уже работа по закупке материалов. Ну да, техническая часть получается, да? Если немножко забежать вперед, что же ожидает, например, мирнинцев? Мирнинцев, ну, как я сказала, это зона отдыха реки Ирилях. Какие-то Это такая особенности, набережная. Особенности. Там будет организован пляж городской. Ожидаемый, да, очень? Ожидаемый, да. Хорошо. В случае, если человек имеет какой-то замечательный проект, но не является, например, каким-то, ну, проектировщиком в общем целом, да? Как ему быть архитектором? Если Он может подойти на консультацию в наш центр компетенции по вопросам городской среды. И ознакомиться также можно с нашими работами на странице в Инстаграм «Лето Якутия». Как вас найти в Инстаграме? Как называется? «Лето Якутия». Лето Якутия. Можно просто вбить центр компетенций «Лето». Хорошо. Ну что ж, Ирина, большое спасибо за участие в нашей передаче. Действительно, очень интересная тема. На самом деле, комфортная жизнь и проживание в наших городах, да, и вообще в общественных пространствах – это очень важная и важнейшая тема. Да, конечно. Я вам желаю, да, в начале пути, да, рабочего побольше реализации замечательных проектов, не сдаваться и прям чтобы мы жили в суперкомфорте. Ну что ж, мы переходим на коротенькую рекламу. Дальше еще интереснее. Не переключайтесь. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Доброе утро, наш дорогой телезритель. Если ты еще не слышал про новости, какие ожидаются и прошли, давай посмотрим новости. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Предварительная запись на вакцинацию от коронавируса началась в Якутии. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. На сегодняшний день в республике имеется 5000 доз вакцины от COVID-19. Вакцинация идет в Якутске и в 8 районах республики. Очередная партия вакцины, это 2200 доз препарата, поступила в регион накануне и направлена в Вилюйскую группу Улусов и город Мирный. В начале следующей недели ожидается поступление еще 22 тысяч доз, которые также распределят по районам, сообщила министр. Вакцинация будет проводиться только в государственных медицинских организациях. Выезд прививочных бригад на предприятия возможен только при наличии заявок свыше 1000 человек, подчеркнула Елена Борисова.
На территории региона открыто 95% автозивников и ледовых переправ. Об этом нам сообщили в Управлении автомобильных дорог Якутии. Так, сегодня откроется автозимник по направлению Якутск-Алекминск. Работы по расчистке дорог завершены, устанавливают дорожные знаки. По данному маршруту будет разрешено движение автомобилей до 5 тонн. Также сегодня по направлению Кангаласы-Сотенцы будет работать выездная бригада, которая займется вопросом увеличения тоннажа по этому маршруту. И по всем остальным направлениям, по северам у нас северный район, у нас Анабарский, Оленевский и Булунский район сейчас мы обслуживаем. Те районы мы уже от дороги открыли, сейчас там уже связь, дорога уже есть. Увеличение грузоподъемности по графику идет. Вот. И Жиганский район тоже у нас сейчас в ведении, дорога сейчас есть там, да. И по ледовым переправам, завтра, 15 числа, у нас планируется выездная комиссия на переправе Кангаласы-Сотенцы. Мы там, возможно, завтра или 20 тонн, или 30 тонн откроем. Но сейчас у нас морозы такие хорошие стоят, да? Поэтому, возможно, 30 тонн откроем, потому что толщина льда сейчас очень хорошо набирается. И как переправа, там, мы искусственным путем тоже там добавляем. Более 300 школ в Якутии работают в дистанционной форме. По информации Миноборнауки региона, в очной форме продолжают работу 127 школ. В очно-заочной 181, в дистанционной форме 316, говорится в сообщении. В связи с морозами актированные дни были объявлены для почти 500 школ. Обучение ведется в дистанционной форме. Отмечается, что все детские сады продолжают работу. Частично закрыты 4 группы в 3 детских садах – в Вилюйском, Ленском и Усть-Майском районах. На реконструкцию часовни в Амге планируют провести общероссийский сбор средств. В Амгу прибыл протоиерей Якутской епархии Павел. Он проведет богослужение и божественную литургию для православного прихода Амгинского улуса. На сегодняшний день в районе насчитывается около 800 крещенных жителей. Амгинский православный приход святого Александра Невского юридически оформлен в 2016 году. Верующие активно участвуют в духовной жизни района. Построенная для прихода часовня в зимний период закрывается в связи с отсутствием электро- и теплоснабжения. Якутская епархия совместно с федеральным телеканалом «Спас» планирует провести общероссийский сбор средств на реконструкцию этой часовни. По этим вопросам отец Павел и актив Амгинского прихода провели встречу с руководством района. У нас в приходе есть проблемы, потому что часовня наша неотапливаемая. Мы встречаемся в разных условиях. Благодарны Амгинской библиотеке за то, что она дает нам возможность проводить службы. Сегодня решались как раз вопросы о том, чтобы, наконец, это событие случилось, тем более, что часовня наша является украшением Амги. Она находится в самом центре, и все туристы, гости имеют возможность зайти в нее. Но, правда, зимой она у нас закрыта, и для того, чтобы она работала, существовала, чтобы мы могли встречаться, вот сегодня мы решали вопросы о том, чтобы ее в будущем утеплить. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и удачного дня. 10 лет Следственному комитету Российской Федерации – это тема нашего следующего разговора. И у нас в гостях Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя Следственного управления нашей России. Ну что ж, доброе утро. Доброе утро. Расскажите немного о виде деятельности вашей организации. Следственный комитет Российской Федерации занимается расследованием наиболее тяжких преступлений. Преступлений против личности, преступлений против половой неприкосновенности граждан. Мы расследуем убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наиболее резонансные уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности. Кроме того, очень активное участие Следственный комитет принимает в расследовании уголовных дел по фактам невыплат заработной платы, стипендий, пенсий, пособий и иных положенных выплат. Кроме того, мы занимаемся расследованием налоговых преступлений. 10 лет исполнилось вам, а что было до? До этого мы тоже существовали, но в несколько ином виде. В сентябре 2007 года из органов прокуратуры было выделено
следствия. И на тот момент Следственный комитет носил приставку «Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации». Однако уже в январе 2011 года мы утратили эту приставку и стали самостоятельным ведомством, которым, собственно говоря, являемся и сейчас. Однако при этом не следует забывать, что, конечно, наши следователи работают в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, с органами внутренних дел, Федеральной службы безопасности, потому что, разумеется, в работе правоохранительных органов и силовых структур большое значение имеет все-таки взаимодействие, потому что вместе мы очень серьезная большая сила. Ну, это действительно так. Пройдя по 2020 году, давайте вспомним какие-нибудь самые запоминающиеся резонансные темы. Ну, наверняка в памяти якутян осталась трагедия, которая произошла в конце марта 2020 года, когда преступник, придя домой к своей знакомой, на почве неприязненных отношений совершил убийство семьи из 4 человек. К сожалению, жертвами этой трагедии стали 2 маленьких детей. Однако нашим следователям отдела по расследованию особо важных дел была проведена очень колоссальная работа, выполнена на профессиональном уровне. Расследование данного уголовного дела было завершено в кратчайшие сроки. И отмечу, что по результатам следствия судом был вынесен первый раз в республике приговор, решением которого преступник был осужден к пожизненному наказанию, пожизненному лишению свободы. Это дело получило широкий общественный резонанс не только у нас в республике, но и за пределами, на территории России. Высказывались самые различные требования, но тем не менее, я думаю, что преступник понес заслуженное наказание. Ну, конечно, на самом деле это, конечно, ужасные ситуации, но тем не менее мы бы, конечно, хотели, чтобы по слову закона каждый ответил за свои деяния. Правильно? Разумеется. Принцип неотвратимости наказания, он присутствует в обязательном порядке, и наши следователи занимаются не только расследованием текущих преступлений, но и преступлений прошлых лет. В частности, как раз-таки, возвращаясь к вашему вопросу, в 2020 году нашим следователям удалось завершить следствие по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, когда в начале 2000-х годов мужчина, житель Якутска, совершал преступления в отношении детей. Он их подкарауливал в подъездах жилых домов, совершал преступления сексуального характера, после чего заставлял детей считать до определенного числа, и в это время он скрывался. И вот с начала 2000-х годов эти преступления оставались нераскрытыми. Однако кропотливая работа, как я уже говорила, сотрудников полиции, наших следователей, конечно, следователей-криминалистов, привела к положительному результату. И уже в середине прошлого года личность этого человека была установлена. Он уже отбывал наказание в другом регионе России. Тем не менее, наши следователи выехали туда, этапировали в город Якутск, и предварительное расследование было продолжено. Уголовное дело направлено в суд. Да, хорошо. С другими, получается, регионами вы тоже имеете тесный контакт? Да, конечно же, наши следователи работают в тесном взаимодействии с коллегами из других регионов, и следователи-криминалисты, а также наши следователи, если имеется какая-то информация о преступлениях, совершенных либо жителями, допустим, нашей республики на территории других регионов, либо наоборот других регионов у нас в республике. Конечно, следователи сотрудничают и оказывают всяческое взаимодействие своим коллегам. У вас работа очень тяжелая, на самом деле, да? Напряжение, я думаю, что бывает просто колоссальным. А как же вы распускаете пар, как вы поддерживаете себя вот в рабочем состоянии, ну и в приподнятом настроении? Ну, разумеется, работа у наших сотрудников крайне тяжелая, и, как вы правильно подметили, действительно напряженная и кропотливая, требует и профессионализма, и усидчивости, и спокойствия. То есть следователь обязан быть профессионалом на всех уровнях. По отношению к любым участникам судопроизводства, будь это потерпевшая сторона, будь это обвиняемый, будь это адвокаты или другие граждане. Конечно, разумеется, каждый находит для себя разный способ для того, чтобы отдохнуть и расслабиться, но наши следователи, как правило, имеют очень хорошие показатели в спортивных достижениях. То есть кто-то занимается в спортзале, кто-то в тренажерном зале, кто-то ходит в бассейн, посещает. У кого-то есть другие хобби, и, разумеется, конечно, наши следователи находят определенный отдых в небольшие дни отпусков. Кто-то на охоте, кто-то на рыбалке, то есть самые разные увлечения. Ну да.
Надежда, расскажите, вот в вашей сфере работы, да, много женщин? Ну, женщин, да, у нас, наверное, около половины всего личного состава, но я хочу отметить, что это ни в коем разе не сказывается на уровне профессионализма, потому что в отделе по расследованию особо важных дел, к примеру, в отделе, который занимается наиболее резонансными, многоэпизодными преступлениями, у нас работают 2 молодые женщины. И вот как раз-таки преступление, о котором я рассказывала, убийство семьи из 4 человек, его расследованием занималась женщина-следователь. А как вы именно стали вот, сотрудником этой организации? Ну, здесь моя трудовая деятельность началась в органах милиции еще на тот момент. Вы были предрасположены с детства или это был осознанный выбор? Нет, я не скажу, что я готова была носить погоны в глубоком детстве. Это все сложилось уже по мере становления моего характера, наверное. Но, тем не менее, все-таки все вот эти пройденные этапы службы, они, наверное, внесли определенный вклад, наверное, какой-то свой отпечаток именно на становление характера, на становление степени взросления морального, нравственного, наверное, так скажем. И, разумеется, я считаю, что для меня, мне выпала огромная честь, на самом деле, работать с людьми, с которыми мы работаем сейчас. Потому что каждый день, наблюдая за работой наших следователей, моих коллег, я вот уже сколько лет работаю, но я не перестаю поражаться их терпению, их профессионализму и уровню их подготовки. Преступления, с которыми сталкиваются мои коллеги, они действительно просто душераздирающие. Вы сами, наверное, это видите. Как бы остаться человеком, правильно? Да, Надежда, большое спасибо, что вы были участником. Поздравляю с этой датой, поздравляю всех ваших коллег. Я надеюсь, что дальше раскрываемость будет также стопроцентной, ближе к этому. Ну, я просто от всей души болею за вас. Большое спасибо. Мы переходим на короткую рекламу. Не переключайтесь. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Duet Fur. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Нередко родители возлагают на своего ребенка большие надежды. Вводят секции, кружки, насильно занимают спортом. Ну, в общем, надежды большие. Понятное дело, что это все делается именно из хороших побуждений, но эффект от этого воспитания чаще всего бывает отрицательный. Не дав выбора ребенку, мы добиваемся исполнительности, а хотим осознанности. Говорим, что нужно делать, а параллельно требуем самостоятельности. Так как же воспитать хорошего самостоятельного человека, смотрим новую рубрику «Маленький взрослый». Каждый родитель обеспокоен воспитанием своего чада. Старается дать максимально больше ресурсов по мере возможности, но подчас не понимает правильности методики воспитания и не учитывает желания самого ребенка. И я хочу представить вам новую рубрику «Маленький взрослый», где мы покажем, как правильно к этому относиться. О вопросах правильного воспитания мы поговорим с руководителем детского кружка и узнаем, во-первых, на что нужно обратить свое внимание при воспитании. Мне нравится японская версия формата обучения. Они обучают именно с 1 класса по 4 классы именно свои традиции, свои особенности, особенности своего народа. Да? У них нету такой большой домашней работы, там, ВПР, их нету просто. Экзаменов там нету. Они помогают становлению как личность, как человек. Потом уже начинается учеба, знания. Да? Самая их первичная задача – это становление человека как личность, характера. Какой фактор влияет на то, чтобы ребенок стал личностью? Должно быть свое свободное время. Промежуток, где он должен заниматься своим любимым делом.
У ребенка разное бывает. Это даже собрать лего, играть в пластилины, там, телефоны, да. Это мы не должны ограничить ребенка. Вот, все, ты сидишь в телефоне, нельзя. Вот телефон тоже как бы, он там расслабляется, во-первых, да. Да, надо там ставить родительский контроль, конечно, да, но отбирать телефон как бы сильно, вот насильно не надо. Но ему дать надо возможность поиграть, общаться с детьми, да. Что стоит требовать с малых лет? Свои обязанности. Например, у мальчика, он должен выполнять свои домашние задания, помогать во время как бы, уборки дома, да, если он живет в частном секторе, да, потому что трудовое воспитание это всегда было лучшим воспитанием. Некоторые родители боятся даже отпустить ребенка на улицу. Мы поговорили с мальчиком и спросили, как быть, если потерялся в холодное время года. То он не должен двигаться с места. Будут искать именно, где он потерялся. Если уйдет в другое место, куда-то смогут вообще не найти. А что бы ты сделал, оказавшись в этой ситуации и начинал замерзать? Начал бы двигаться на весь там упражнения, отжимания, там, приседания. Ну, при движении вырабатывается тепло, и так можно согреться. Как должен быть одет человек, чтобы не замерзнуть? Чтобы обувь была не маленькая, не узкая, не прижимала. И при длинных маршрутах не надо одеваться очень тяжело. Нужно еще снять кольца, пирсинг, там украшения. Почему? Потому что при холоде это металлические изделия, они начнут замерзать. Как мы видим, если правильно обучить ребенка, то и он может не растеряться в трудной ситуации. А как лучше всего донести нужную информацию? Личный пример. Показать ребенку самому. Например, мужчина, например, на охоте, на рыбалке, да. Вот там иногда вот бывает момент, когда вот отец и сын, они не разговаривают дома. Ну, сильно такого нету, открытого вот разговора. А когда ты идешь вот в походы, на охоту, там уже как бы ребенок начинает открываться. И там ты можешь услышать разные версии. Ну, как, что он чувствует, что он хочет. Вот это самое главное. Старайтесь больше общаться с ребенком, и я уверен, что вы сможете найти нужный контакт и будете уверены за его будущее. Ну что ж, продолжая тему холодной погоды, у нас последний, четвертый гость по поводу прогноза погоды на ближайшее время. И у нас в гостях Саргалана Никитина, начальник метео и агропрогноза. Доброе утро. Доброе утро всем. Ну что ж, расскажите, какая же погода ждет нас на сегодня и в последующем? Ну, у нас в большинстве районов республики на фоне высокого давления сохраняется холодная погода без осадков. В населенных пунктах морозные туманы. На текущей неделе мороз усилился, температура воздуха понизилась до 48-52 градусов. В заречных и северо-восточных районах до 52-57 градусов. Такая погода еще сохранится неделю, где-то 10 дней. Вот насколько мы видим. Ну, еще могу сказать, что у нас на юго-запад республики с выходом циклона с Красноярского края в Ленском районе сейчас идет снег. Отличаются поземки в порывистом ветре до 9-14 метров в секунду. И температура повысилась до 32-37, местами до 20-25 градусов. Вот сейчас в данное время в Витиме температура воздуха минус 19 градусов. Но уже в ближайшие сутки в тылу этого циклона у них будет давление расти интенсивно и понизится, похолодает, да, до 5-50 градусов, а на северо-западе республики до 55 градусов. И получается, у нас почти на всей территории республики установится очень такая морозная погода. Как определяется температура? Расскажите поподробнее. Ну, температура у нас измеряется термометрами, да, их вот несколько существует, спиртовой, ртутный термометр, что они еще отличаются, вот срочные температуры, которые показывают температуры воздуха за окном в данное время, да. Есть еще термометры, которые показывают
именно минимальную температуру и максимальную температуру. То есть вот она достигла какой-нибудь минимальной или максимальной температуры и останавливается. Вот. Ну, то есть, получается, смотрите, пишет же, что ночью минус 50, днем минус 48, например, да? Это какие температуры? Ну, надо понимать, что температура воздуха вообще в течение суток, да, и ночью, и днем она меняется. Иногда Конечно. бывает очень хорошие скачки. А вот в прогнозе, если мы слышим, что температура ожидается 48-50 градусов, это мы имеем в виду именно минимальную температуру за ночь, какая возможна. И дневная, наоборот, максимальная за день. Нам надо вот это уловить. И Может они быть, в течение- что эта минимальная температура там примерно продлится там 1 час, например, да? Возможно же это? К сожалению, нет таких вот точных прогнозов по часам, да. Это, ну, как ноукастинг. Ну, для обычного обывателя это как бы несущественно, а вот для, допустим, самые оперативные прогнозы, да, ими занимаются авиационные синоптики, вот, у которых вот выпуск и посадка самолетов, конечно, будет их интересовать в течение. Конечно. У них, значит, прогнозы составляются на 3-6 часов. Ну, вот это вот самые краткосрочные прогнозы. Кроме прогнозов, которые вы объявляете нам, да, жителям республики, кому вот конкретно вы еще отправляете данные, например? Каким-то работникам, структурам и так далее? Ну, у нас потребителей очень много. Это такие сферы, как народное хозяйство, да. Ну, в основном это в летнее, да, летнее, осеннее, весеннее. Также энергетика, им очень актуально, да, неблагоприятные явления, вот именно температура, холода, потепление, морозы, ну, газовые службы все, так, дорожники обязательно, да, вот метели, порывы, тоже температуры, видимость. Ну, почти все виды отрасли промышленные, значит, Они, с ними у нас, да, они наши да, потребители. пляшут от температуры. Скажите, у меня вопрос такой. Как определяется погода, температура за 10 дней? Ну, хочу начать с того, что вообще для прогноза погоды, да, требуется анализ большого количества информации. Это фактическая наблюденная погода, да, которую вот отмечает сеть станций. Также данные зондирования атмосферы. Это выпуск аэрологических зондов. То есть мы узнаем метеопараметры по высотам, да, и спутниковая информация. Вот это все данные, они уходят в вычислительный центр, где делаются на гидродинамических моделях, в уравнениях, да, и выпускается, нам уже приходит в виде карт. Ясно. Саргалана, большое спасибо за информацию. Желаю доброго утра. Что ж, мы заканчиваем свою работу, русский блок, и я передаю слово моим замечательным коллегам из якутского блока. Вам же я желаю отличного дня.